Но для начала кое-что интересное о Китае с Юрой. Привет, Юра! Привет, Маш! Интересно то, что китайцы практически не едят овощи в сыром виде. Их обязательно или варят, или парят, или жарят с маслом. Вот. В Китае, как ни странно, даже нет такого понятия, как салат. Да? То есть слово салат они взяли уже из, скорее всего, из английского, да, или английского языка. Вот, и это звучит шала по-китайски. Вот. Даже если они там не подвергают термообработке какие-то продукты, да, они обязательно в свои же салаты, уже непосредственно в традиционные китайские салаты, добавляют уксус. Вот, что в своей мере как бы может там убить некоторые там вредные там микробы или что-то еще. Также, что касается в принципе еды, в Китае очень разнообразная кухня, можно всего даже за всю жизнь не перепробовать, что можно в принципе, что имеется в Китае, да, как бы. Для себя могу отметить, что мне больше всего нравится донбасская кухня, да, это северо-восточная, как бы, она и, с одной стороны, и китайская традиционно, да, и очень древняя, как бы, с другой стороны, она непосредственно кое-чем похожа на нашу европейскую кухню. В Китае на севере ты можешь попробовать и южную кухню, это гуандунская кухня, на юге ты можешь отведать и донбасскую северо-восточную кухню. Те и те кухни, они непосредственно имеют свои особенности, но в целом по всему Китаю я не могу выделить какую-то кухню, которая, допустим, лично мне неприемлемая для употребления пищи. Мне все очень нравятся, в принципе, очень большое разнообразие. Хочешь ешь что-то мясное, хочешь ешь только траву и овощи. Острое, вот. Острое, не острое, вот, да. Вот, выбор огромный, поэтому, соответственно, как бы выбрать можно, есть из чего. Понятно. Спасибо тебе большое, Юр, за интересный факт. Пожалуйста. Ну а теперь давайте перейдем к нашему уроку.